Я знаю в чем. Давай честно. Ок, ответь мне на один вопрос, я отстану. Тебе Давай. усики Парма-то нравятся? Нет, мне вообще ничего в нем не нравится. Неправда. По-моему, мне кажется, что у тебя какая-то ревность возникла. Вот это, Потому что знаешь, много он... говорит о нем, да, часто заметил. Видимо, он Но он действительно что-то говорит, он чувствует к формат, нему, я ищу о наверное, нем да. Ок, а информацию. можно один вопрос задам? Ок, один вопрос можно задам? Да, можно. Ну, это не оскорбление, просто чтобы понять, в исламе женщина обрезание обязательно. Понять хочу, у матери, у сестры они обрезаны? Кто еще раз, я не понял? Мать или сестра, они по исламу, как говорится, обрезаны они или нет? Моя мать и сестра, да? То есть моя мать и сестра. Не, обрезаны или нет? Потому что если нет, арабы тебя назовут сыном необрезанной женщины. Не, подожди, про кого спрашиваешь? Ты про мою мать и про мою сестру спрашиваешь? Не, я Почему? просто понять хочу, это ты как следуете или не следуете. Если не следуете, увидят, они скажут, сын необрезанной женщины тебе скажут, понимаешь? Хорошо, Локи, обрезание женщины, что является в исламе? Ты можешь объяснить, пожалуйста? Что это, какой хукм этого? Ой, блин, завтра я тебе все это покажу. Вчера же Ну, ты не читал все знаешь, это, ты что, потому что, делаешь подожди. вид, что это не видел, да? Потому что обрезание женщин даже не является сунной, это является мустахаббом, который сохранилось как раз таки до Какой смысл, ты что, обычая. издеваешься? А еще не было обрезано, ты что несешь? Нету хадиса, то, что она была обрезана. Ой, Или да, есть. блин. Один хадис есть то, что когда соприкасаются два не... Ужас, ужас, Два не ужас, обрезанных. ужас. Нет, Блин, смотри, их не подожди. один, их несколько. Ладно, брат, побегу, я не буду место занимать. Нет, смотри, Давай, нету я точного просто... хадиса, нету дословного хадиса, то, что Аиша была... Блин, есть. Да, слушай, пожалуйста. И нету точного хадиса, то, что Аиша была обрезана. Ой, да, обрезаны. Есть просто один хадис, который передается от Аиши, если два половых Нет, органа. есть. Ну хорошо, покажи его прямо сейчас, Прям сейчас я ж тебе сказал, прям сейчас не Ну могу. потому что я знаю в Я этой теме, работаю нет с такого телефона хадиса. сижу. Нету такого точного А хадиса. ты мне давай найди один хадис, найди мне пока это. Самое номер сейчас не помню, где, когда Джибраиль первый раз был отправлен к Мухаммаду. Когда он путался, то ли Умару, как облика человека ходил, узнавал, кто из них Мухаммад. Между Умаром и Мухаммадом у него путаница была. Не знал, кто из них, кто конкретно. Первый раз Этот слышу. хадис можешь привести, Сахих? Ого, да ладно. Прикинь. Я первый раз слышу об этом, это ты же заявляешь, почему я должен приводить? Окей, здравствуй, Ислам. Вот у меня вопрос тебе можно? А ты на вопросы, окей, не хочешь отвечать, у меня тебе вопрос. Да, прежде чем он скажет, я хотел сказать, что вот Настя говорит, почему я там собираю сплетни. Сам же Бхарма собирает сплетни про Мухаммада Абу Да Закария. ты что, почему Даже, про подожди, Пармата Это говоришь? не Он сплетни, хранит это факты сплетни. жизнеописания пророка. И Аллаха. он даже хотел Вот в этом натравить украинские спецслужбы или российские спецслужбы на Мухаммада Абу Закария. Когда он узнал то, что он якобы работает стоматологом там Ты где-то в Москве. влюблен в Парма-то или что, я не понимаю. Что ты за Так я чушь просто несешь? отвечаю теми же способами, как он делает, как он людей Окей, подставляет. смотри, Хочет их, как бы, по там, я не поводу знаю, обрезания навредить, есть можно сказать. предание от Чеченец, Умати Аль-Ансари, я- можешь прочитать, и достоверность о них. Я Передано не Абу отрицаю, Дауде, то, я не отрицаю то, что обрезание было и то есть, имело место быть в исламском обществе. Я говорю о точном хадисе, достоверном хадисе, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал то, что обязательство женщин это является обязательством для вас, то есть это обязано для вас. Покажи такой хадис. Есть только один такой хадис, Как вы который сам надоели же... со своими Ты хадисами, видел он завтра, такой, что он секой, вы реально надоели, вы под себя все это гнете. Надоело уже реально. То это завтра приду. Можно то я не задам зайти. про еврейство? У вас определение по маме. Когда, почему изменили? У вас пошел же от отца же. Почему, когда причина изменения вот этого определения? Здесь про евреев не говорят. Здесь Не, вы же что- обсуждаете мою религию. Я должен обсуждать вашу религию. Потому Вот что почему, потому- какая причина изменения Сейчас законов Торы? Сейчас В Торе, скажу. устной Сейчас Торе нет, скажу. не написано, что Сейчас можно скажу. вот от матери там Сейчас скажу считать я евреями. тебе. Сейчас скажу я тебе. Потому что всякие грязные ублюдки нападали постоянно.
постоянно нападали и насиловали еврейских женщин. Они были очень красивые, Устные шикарные. торы, Они очень... Давайте, пятикнижные торы там. Вот поэтому, спускайся, короче, давай, спускайся. Все, Да, закрыли тему, ему не отдохнуть хочу, надо, идем остыть потом. чуть-чуть. Да, насчет ислама поговорим. У вас что, гореть начинает тогда про ислам тема, блин? Вот что угодно они готовы обсудить, только не Коран и хадис. И не Мухаммада. Локи никак не могут признать, что еврейские женщины очень красивые. Их так любили все, особенно последователи. Кстати, насчет женского обрезания, как минимум во всех таких телевизионных странах, США, Россия, там, Европа, там совершают, например, худопластику, где обрезают клитор, капюшон клитора. То есть это вы тоже порицаете или как? Ну, это во всех как бы странах таких. Слушай, если там у тебя провисает, в косметических целях клитор это никто не делаешь что-то отрезает. другое. Алло, Капюшон клитора обрезают. У вас в исламе только отрезают клитор, да? Посчитай, что такое Чтоб не худопластика. возбуждалось. Что такое худопластика? Алло, блин, да, не надо мне, я знаю, все, не читать ничего не надо. Херню не Так неси тут. это не Я тебе запрещено конкретно никакой страной. говорю, недоросший писюнчик, который есть у девушек, как литр, вот ее отрезают, этот писюнчик, чтобы у девушки не вставала, скажем так. Да, а то там пример приводится полностью, все, франки, не франки, тут те, короче, типа, не обрезаны, поэтому так. И Мухаммад сказал так, пример привел, все есть. Ты не можешь найти, это не значит нету. Ты ни Я не хрена могу просто найти. не знаешь. Это ты не можешь найти. У меня Я тебе завтра покажу, там до хрена всего есть. Хорошо. Есть, Ислам. переживай. Ислам, ты знаешь, что он перепутал? Вот я-то сам, ну, конечно, я хоть и стоматолог, вот, но как бы худопластик он вообще перепутал. Это абсолютно другая манипуляция оперативная. Это пластика, вот когда там, знаешь, избыток кожи в женских местах, Да, его да, просто да. с косметической целью подрезают. Я не знаю, Да, для чего я это знаю. вообще Тоже сюда нет, приплел, нет, блядь. Внешние половые губы, внешние половые Зачем губы. это вообще он сюда приплел, блядь? Дело в том, что в Вообще исламе тоже не понимаю. обрезается полностью клитор, если вы не знали. Там обрезается Да, как, там обрезается как раз таки часть, Блин, чё ты несёшь, а? которая торчит. Да, которая я торчит. вчера читал все это, ты же сидел внизу. Что ты сейчас опять начинаешь? Хорошо. Я завтра тебя Я не почитаю. сидел внизу, я вообще не слышал. Я вообще не сидел на твоем Я видео. тебе завтра компьютер включу, на экран выведу и будем Без вместе проблем, с тобой без читать. проблем. Хорошо? Я прям сейчас готов, да. Хорошо. Ну, сейчас я ж тебе 500 раз повторяю. Я на работе, я сейчас с телефона сижу. Да, все, нет проблем. Просто сам он, великий ученый 20 века, 21 века, Альбани, сам говорит то, что полностью клитор не обрезается. Обрезается как раз таки часть, которая торчит. Локи, Высокий. я нашла 21 век. несколько Какой хадисов. может быть великий ученый? Локи, я нашла Ну, несколько так она хадисов на самая эту тему. чувствительная, эта часть. Смотри, хадис Щас, говорю. Адаб аль-Мурат, высказывание и учение пророка Мухаммада Аль-Кома рассказала, что когда дочерям брата Айши сделали обрезание, просто я кусочки сделала, там очень много хадисов, ты найдешь, просто у меня тоже нету второго телефона, я это все переписала на бумагу. И дальше идет так, от Тирмизи 109, когда обрезанные встречаются с обрезанным. Это говорится Да. о большом омовении, правильно я говорю? Нет? В большом омовении, да. Да, Женщина да, же да. обрезанная Это кожа, Аиша говорит, что женщина когда- и мужчина, Да, да, когда обрезанный касается. встречается с обрезанным. А здесь упоминается высказывание и учение пророка Мухаммеда. Поэтому, если ты слушаешься слова Мухаммеда, то он и говорит по поводу этой темы. Очень много хадисов. Просто у меня нету компьютера. Несколько Анастасия, аятов опять есть же. в Коране, где Мухаммад, Аллах приказывает следовать за Мухаммадом. Кто последовал за Мухаммадом, последовал за мною. Кто прислушался Мухаммаду, прислушался мне. Всё Вот верно. столь там, да, Опять же, вот. я А его изначально учение, говорил, если ты не прислушался, если твоя мать и сестра, они не прислушиваются, это как будет? я могу сказать? Да. Я изначально сказал то, что я жду хадис достоверного посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Есть только, может, один хадис сказать, который привел Абу Дауд. Сам же Абу Дауд сказал, что этот хадис является слабым, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: обрезайте ваших женщин, и он даже показал на примере. то Нет, есть, нет, не слабо. Я до хрена всего есть, не переживай. Сам Абу Я приведу. Дауд вывел этот хадис, сам говорит, что он недостоверный, сам говорит, что он слабый хадис.
А Поэтому вот нет если у никакого него недостоверного, у одного других-то достоверного другие хадиса есть нет. достоверные, другие Тогда достоверные показывай, есть. я же жду. Любой, кто хочет, пускай покажет их. Ты меня не понимаешь, что ли? Как я тут камеру даже не включить, и тут ничего не включить? И что я на работе, я ж тебе говорил. Ты же включал там лицо Тумсоброва. Сахих Муслим Ну, тоже я пишет когда об дома этом. бываю, включал, я сейчас на работе. Понимаешь? Все, нет проблем. Я с компьютера сидел. Все, нет проблем. Они не понимают, потому что они не работают, братан. Да. Да, мы свободные люди. Сахих Муслим, посланник Аллаха, говорит, когда 4... Подождите секунду. Подождем. Когда кто-то садится между 4 частями женщины, обрезанная прикасается с обрезанным. Сахих Муслим, хадис. Ну и? Где тут постановление, чтобы женщин обрезать? Я Постановление... тебе полностью завтра все это я открою и Это проблема. будем читать. Там, Дело в том, что... Сборник напишем, сборник можем написать. Целый это, сборник, да, маленькую напишем. брошюрочку. Да. Опять же. Есть, серьезно есть. Дело в том, что... Брошюрку можем хорошую, мини-книжку написать. Дело в том, что в арабском обществе в 7 веке, еще в 6 веке, в 5 веке всегда была традиция обрезания женщин. Поэтому, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит про орган женщин, он говорит про орган как обрезанный. Потому что это была нормой тогда обрезывать женщин. Но сам он нигде не заставляет или не постанавливает обрезать женщин. Знаете, что самое интересное? Вот я сделаю для себя такой небольшой вывод в исламе. Смотрите, Аллах проклинает женщин, которые выщипывают брови. Ангелы проклинают женщину до самого утра, если она отказала своему супругу. Женщин нужно обрезать, в общем, все вот касаемо женщин, там все очень плохо, женщины, там Нет, большинство неплохо. женщин в аду. Подожди секунду. Но нету ни одного аята или одного хадиса, где бы говорили, что плохо спать с 9-летними детьми. Вот этого нету. А выщипывать брови, отказала мужу, тебя будут проклинать. Всякие проклятия. Но нету ни одного аята или хадиса о том, что проклинают мужчину, который спит с 9-летним ребенком. Напротив, в исламе женщина возвышается. Сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал то, что наилучший из вас тот, кто хорошо относится к своей женщине, то есть своим женщинам. Нет, Тогда Мухаммад почему- сказал, тогда почему если ты- бы кроме мужчины, если Дальше кроме можно я докончу, мужчины пожалуйста? приказал бы кому-то поклониться, то он заставил бы женщин поклоняться перед своими мужьями. Все верно, да, есть такой хадис. Но имеется в виду, что Вот, и женщина... это уважение, да, чтобы женщина тебя поклонялась как рабыня. Нет, то, Вот что это женщина... уважение, ты что несешь, То, что братан? Подожди, то, что Знаете- женщина должна... Подожди, то, что женщина должна подчиняться мужчине, мужчина должен выполнять ее права. А ее права это как, то есть зарабатывание денег, еда, ну, в общем, что она хочет из материального. То есть это является права на мужа. Милый, но в Права. исламских странах я не вижу, чтобы женщин делали, чтобы мужчины относились к женщинам, мусульмане, именно так, как ты сейчас говоришь. Ну не смеши меня, пожалуйста. так Эти женщины действительно живут как рабыни, прости меня. Что у женщин нету никаких прав, на улицу без разрешения выйти нельзя. Это у вас в Европе как рабы живут, которые там раздеты в макияже, я не знаю, голые Милый жопы мой, гуляют там. милый мой, своим а мужем почему тогда изменяют. столько твоих братьев мусульманин и мусульманок живут в этой ужасной Европе, где вот все ходят А обнаженные? почему как ты говоришь? христиане, иудеи Почему? живут в Так Саудовской послушай, Аравии, это в Палестине запрещено живут? Аллахом. Аллах запретил жить в кафирских странах. Ну вас здесь как тараканов, понимаешь, во всех щелях. Почему вы не поедете тогда в Афганистан, куда-то, не знаю, Во-первых, в свою хорошо, арабскую договорились. страну, живите, любите своего пророка, поклоняйтесь кому хотите, оставьте эту Европу. А почему сюда лезете? И какое право вообще ты Я можешь никуда не судить? лезу. Подожди, какое право ты имеешь судить женщину там или вообще людей, которые ходят? Они в своей стране, в которой у них это нормально. Они не приехали к тебе в страну и не ходят у тебя там, как ты сейчас говоришь. Как раз таки в моей стране гуляют тут, а моя страна, можно сказать, Ну, а мусульманская. вы, где-то ну, тут. так же само приезжают укутанные женщины, и люди становятся, делают ламас на улице, чё? как говорится, и кто-то что-то им говорит. Ты сказал ламас, это типа чеченский, что ли? Да, ну окей, молитву пускай, я не знаю, как говорится, да, ламас, я сказала по-чеченски. Да. Намасте Да. делает.
Я просто не понимаю, почему вы смотри. так не любите европейцев. Ну, в эту Европу все просто щемятся во все дыры. Уезжайте, чудово, уезжайте. И то, я скажу тебе честно, я живу в Европе тоже, и скажу тебе честно, что Европа за 20 лет, которых я здесь живу, даже чуть больше, просто стала вот действительно исламской страной. На каждом углу исламский магазин, на каждом углу какая-то вот связанное что-то вот со всем вот этим вот. Кальянная. видите. Меня это не устраивает тоже. В школах, допустим, ты можешь сейчас выбирать религию, которую хочешь изучать, как говорится. Когда праздники мусульманские, они могут оставаться дома, эти дети, как говорится, что, допустим, также не устраивает европейских граждан. Многие Ну, это же вещи, на светская многое страна, вещи светская закрывают. страна. Здесь можно так сказать, что им хорошо живется, понимаешь? Они хотят все впихнуть, как они хотят, а ты говоришь, Европа плохо. Тебя не устраивает только то, что женщины там или мужчины ходят раздетые. Можно ему Не только вопрос задать? раздетые. Ты Не, в могу какой это говорить? стране живешь? Я не В хочу на... советской? я не Если хочу на хочешь вопрос жить отвечать. в другой стране, поезжай в Афганистан. Хорошо, я могу Если это тебе рассказать? твоя Честно, страна они не хотят нравится, где Афганистан, есть им нормальные нравится в законы, Европе. В едь в Европе им Афганистан. денежки дают, понимаешь? Денежки Во-первых, дают правильно. Европа им. Женщинам не надо их ним работать. Вот как он сейчас говорит, что муж должен обеспечивать женщину по исламу, выполнять все ее прихоти. Только здесь эти женщины что и делают? Рожают детей, у них по 6-7 детей. В любой парк зайдешь, у меня дети боятся в парк ходить. Я иду в парк, на нашем районе у нас 3 парка, и в этом парке сидят вот эти вот наплыв афгана, как я говорю, по куча детей этих вокруг этой матери, и еще она пузатая, извините меня, как говорится. Эти женщины сидят дома, ничего не делают, получают государственные деньги, и им плевать на все, но они хотят здесь Я шариат, могу это сказать, понимаете? пожалуйста? Наши деньги они получают. Смотрите, они Как же государственные. сладкий кефирский Я харчи. когда критикую Европу, я когда критикую Европу, я говорю Конечно, лично о конечно, а мы себе. работаем, платим на Смотри, них можно, пожалуйста, налоги, скажи? понимаете, а эти деньги идут им, и они даже язык учить не хотят в этой стране, понимаете, и они хотят свои права здесь поставить, они приехали Можно, и пожалуйста, хотят скажи? жить так, как они хотят. Смотрите, если вы меня спрашиваете именно меня как мусульманина, хотел бы я хоть раз приехать в какую-нибудь кафирскую страну, никогда в жизни, ни Европу, ни США и так далее. Если ты говоришь про этих людей, которые там живут в Европе, то большинство из них или там отцы и матеря их приехали тогда, когда ваши страны, Америка, Европа нападали на наши мусульманские страны, Ирак, Сирия, Афганистан. После чего, конечно, вы даете нам беженство, то есть мусульман Хорошо, даете дорогой мой, беженство а почему обеспечивать. тогда вот Подожди, этих мусульман разве мусульман ни нападали Египет на не Европу, принял, ни нападали другие на Америку? мусульманские страны, а лезли они именно в Европу? Почему они не полезли, когда началась война? Пусть, как ты сейчас говоришь, так есть. Я не очень, как говорится, в политике там Америки, но как ты сейчас говоришь, к примеру, допустим, чего ж они поехали в Европу тогда, они поехали в свои Потому мусульманские что страны, Европа своим давала им братьям. как бы статус беженства, давали, Хорошо. чтобы, Дорог- давали Ну а пособие зачем им. им нужен статус беженца в кафирской стране? Езжайте в Вы- мусульманскую подожди, им- страну, им к своим нужно же братьям. как-то выжить. Потому нужно что как-то выжить. паразитировать намного комфортнее. Только за Египет своих закрыл им налогоплательщиков. дорогу, Египет закрыл им границы. Как говорится, ваши братья-мусульмане закрывают сразу им все точки, потому что не хотят они их там, Какой закрыл? понимаешь? В 20 веке как раз таки Египет принимал палестинцев. Иордания Вот. принимала палестинцев, когда они убегали от вас, террористов, иудеев. От нас, террористов. Мы не А кто говорим, сказал, что я тебе... говори о нынешней ситуации, пожалуйста. И не надо, Куда не они надо сейчас говорить, что едут? кто-то иудей, если ты не А знаешь, почему дорогой мой. иудеев не Тебе- могут принять подожди, американцы, тебе- там, создать тебе- отдельное какое-то, я не знаю, тебе город, что ли, лично, иудейский, тебе и лично, уйти что- из Палестины, уйти с Послушай, нашей земли. Послушай, тебе лично что сделали Потому что вас евреи? никто не хочет. Вас с Послушай, Европы тебе выгоняли. лично что сделали 1000 лет евреи? вас с Европы выгоняли. Израиль сила, ислам могила. Подожди, Европейцы Нет, делали подожди. инквизицию, евреев, убивали евреев, Нет, вырезали подождите, евреев. ребят. В 20 подожди, веке пожалуйста. вырезали, в 19, 18, во всех веках вырезали вас постоянно. Ок, Вас ненавидели ок, подожди. нигде. Если везде ненавидели, почему сейчас, когда образовалась страна, там собрались на этом маленьком клочке земли, собрались евреи? Успокойтесь, они отовсюду ушли. Вы Потому чё, что, блядь, потому что вам доебались? потому что европейцы устали от вас и хотели уже дать вам землю какую-либо. Вот Да нашлось потому как бы что, самый блядь, лучший вариант деньги были дать все землю еврейские. Палестины, Вы чё, вы? где у вас Вся есть якобы Европа какая-то была на основа, У меня к Баб, тебе, якобы можно, там можно, сторы, пожалуйста, два обещания вопроса тебе, какое-то. Ок, первый вопрос тебе. Что лично Хотя тебе... сам же Талмуд Послушай. вам запрещает это, иметь землю. Послушай, до что прихода лично, Мессии. что До лично прихода тебе Мессии. сделали евреи? Тебе лично или твоей семье что сделали евреи? Ответь мне на вот первый вопрос, и у меня еще будет второй вопрос к тебе. Вот на этот вопрос мне ответь, пожалуйста, что лично тебе или твоей семье сделали евреи? Скажи, что тебе лично сделал какой-нибудь насильник в Европе, мусульманин?
который А я насилует не эту говорю женщину. об этом, я не кричу Ну сейчас. ты же говоришь о том, что мусульман насилуют и так далее. Нет, ты сейчас говоришь про... Я не говорила про насильство сейчас, вообще ни слова не сказала, все подтвердят. Я сказала, что они любят кафирские деньги. И ничего не Потому что, насилие. потому что кафиры украдывали деньги с мусульманских стран. Ты мне ответь на забирали вопрос. Мне золото, сейчас это забирали не- нефть. Я тебе задала вопрос, что тебе лично сделали евреи? Мне Или лично твоей пойди, семье? пока что ничего вроде не сделали. Но вы, иудеи, являетесь самыми главными Я не исламофобами в иудей, ТикТоке. я не иудей. Хорошо, я не важно, кто ты. Вы, иудеи, являетесь самыми главными исламофобами сейчас в ТикТоке. С Пахарматом сидите, с другими сидите постоянно. Везде ислам обсуждаете. Вот это мне Слушай, вот... ты как называешь говорится. исламофобами людей, которые изучают религию. Я скажу тебе Да, больше. Не, которые критикуют, послушай, оскорбляют, я которые... скажу не тебе знаю, что больше. такое. Не Я 20 разгоняйся тут, око слишком разгоняешься ты. Да, я просто завожу я жизнь. 20 лет была в исламе, я еще до сих пор Ой, нахожусь 20 в исламе. лет. И с именем Послушай, Насти, конечно. Послушай, мое имя Марьям. Мое А. мусульманское имя Марьям, а это Ты чеченка, мое да, имя, получается? послушай, имя Настя, это имя, которое дали мне родители мои, которым я также горжусь, как и своим вторым мусульманским именем Марьям. Это раз. Второе, что я хочу тебе сказать, что ты называешь исламофобами тех, кто изучает свою религию, да? Я скажу тебе честно, за 20 лет я знала, как молиться, я знала суру Аль-Фатиха, я молилась, я только читала эту суру, я никогда... Хорошо, один вопрос. Сколько Послушай. ракатов вуду? Сколько ракатов вуду? Послушай Один сюда, вопрос. послушай, я могу Вот. договорить? Послушай, Вот я такая договорю, мусульманка, вот я такая договорю, мусульманка. послушай, я тебе договорю, я не учила никогда, не читала ни Коран, ни хадисы. Когда у меня появились дети, я начала читать, и у меня, это еще было 10 лет назад, я задавала супругу своему вопросу по поводу, как ты считаешь, посмотри, мы защищали тот факт, что пророк был женат на 9-летней девочке. Мы говорили неправда, как сейчас вы, мусульмане, кричите и говорите, это неправда, что ей было 17. Так же самое я делала 10 лет назад. Но сейчас ты называешь нас исламофобами, тех людей, которые изучают свою религию. Мы начали изучать. Я начала, допустим, говорю про себя, не говорю про кого-то другого, про себя. Я начала изучать Коран, я читаю хадисы, и я, допустим, много раз задавалась вопросами, вот что это, как это. Скажу тебе еще, ты, допустим, ни разу, как и я, наверняка, не открывал Коран и не читал его от А до Я. Я И не вот читал. Я Ну, понял, если я ты понял. его читал, я не понимаю, как можно со многими вещами в Коране соглашаться. Вот я не Потому пойму. что ты как это. христианка, если ты христианка, я не понимаю, как ты Я не слышишь христианка христианка, сегодня. я не А кто ты? христианка, А еще кто раз ты? тебе говорю, я мусульманка, я тебе сказала об этом. Нет, кто ты сейчас? Кто ты? Сейчас, я сейчас могу сказать, что я верю в Бога, но пока в религии я скажу, что я еще не вышла с А уже ислама на как ты все относишься 100. к христианству? Послушай, да мне без разницы, я была католичкой до этого, дорогой мой, и отношусь прекрасно. У меня родители христиане, я отношусь прекрасно к этому, потому что это, я была... Слушай, как у тебя родители христиане, а ты мусульманка? Блин, я вообще не понимаю. Да, я приняла ислам 20 лет назад, а что непонятного? А что непонятного? При У этом, меня ты не родители молилась, при этом ты не молилась, не знаешь даже сколько ракатов есть. Ока, вуду. это не лицемерие. Ты молишься на день, который будете нам глотки резать, а при этом мы исламофобы. Это не лицемерие. Какой ты Верните, не молишься? пожалуйста, Константинополь христианам, верните. Вы Скажи мне, ну вот тычетесь честно, это этой не лицемерие. Палестиной. Ну, Ты тогда молишься вы на иудеи. день, который... Ты Вы молишься иудеи на тогда день, когда верните. ты будешь нам глотки резать, а при этом мы Я- исламофобы. Ну, это же это Почему я молюсь на лицемерие. этот день? Почему я молюсь на этот день? Ну, ты же не молишься Давай на без судный таких день. слов, давай без таких слов. Алло, давай. Да, могут забанить 20 лиц. Сейчас за таких Кстати. слов, да, короче. А, что я хотел Ну, сказать есть. вообще? Я хотел сказать, тогда если... Своими Тогда вы, словами иудеи, судите, верните... когда что-то говорите. Тогда вы, иудеи, верните там, я не знаю, жизни амаликитян, которых вы геноцидили, согласно Библии. Верни Константинополь, верни христианам православным Константинополь, который А вы что захватили ты за в христиане 15 такой, что ты же иудей веке. А вообще? чё вы докопались? После до газа, взятия, до после взятия Константинополя на 7-й год же пророк пророчил судный день. Где у вас судный день? Что там, мимо пролетел? Когда, если молодой юноша постареет, должен был наступить, когда то будет, то уже сколько раз просирался ваш пророк в этом судном дне элементарно? Смотри, Газовик, ты говоришь о том, что там якобы христиане, ты беспокоишься за них, да? Но христиане это те, которые запрещали твоим предкам на протяжении 500 лет подходить к тому храму, молиться. Потому что вас считали отбросом, вас считали те люди, которые убили Христа. Поэтому мы с вами даже не общались. Был даже собор, где запрещалось христианам Ты где-то там, вообще о чем ты говоришь? где-то там помогать Ты вообще, ты иудеям, чё чего-то говоришь? давать иудеям. Это был Ты собор, что собор давать, христианский. не давать? Ты что вообще о чем говоришь ты?
Так такой христианский собор был, где запрещалось им с вами даже Да, просто это встречаться. христианский собор, а вы сейчас в мечети возле родителей. Поэтому сегодня такие радикальные православные христиане до сих пор говорят, то, что вы самый такой отброс общества и ненавидят вас. Поэтому Как ты отличаешь радикальных от нерадикальных, мне интересно. Но есть православные обычные, которые не изучают свою религию, а есть, которые прям погружаются в свою религию и понимают, то, что иудеи — это отброс общества, согласно его религии. Пришел. В смысле, ты знаешь хоть кто убил Христа? Что он несет вообще здесь? А почему вы Да, его вообще у не них, прикрываете? ребята, Ну, у Не них знаю, он образования ходит по не всем хватает. эфирам, где именно Пармат сидит, он постоянно такую чушь ему Да-да-да, задает. вот это я Вот слышал, что честно, он он поднимал бегает за тему ним, про трусы. всякую чушь ему задает. Он, как знаете, вот честно, собирает какие-то сплетни где-то с интернета, желтую такую прессу, и начинает задать Пармат, приходу с него ловит. Он ему отвечает, но он не догоняет. Нравится тот ему факт. человек, что что поделать. Я в шоке просто. Нет бы сесть, действительно, послушать, что человек объясняет. Он называет это исламофобами. Люди, которые учат религию, читают, объясняют, он называет исламофобами. Они вообще, они вот хотят, они вот, знаете, как лошадь, которая глаза закрывает вот так же самое у них, они только вперед смотрят, ни направо, ни налево, никуда, вот только вот так они. Я не знаю, честно, я иногда поражаюсь таким людям. Он что, убежал, что ли? Видимо, да, ушел он. Он, наверное, побежал за Парматом, может, Пармат вышел в эфир. Очкошник. Пармат эфир вышел? Я не знаю, я говорю, может быть, Пармат эфир где-нибудь в эфире. Ага. Он же за ним только бегает, он всегда к нему на эфиры приходит и всегда всякую чушь ему задает. Да, тут тоже постоянно он сидит. Ты пил, Пармат, не пил, ты курил, не курил. Такие вот какие-то детские вопросы. Я не знаю, сколько ему лет, но, по моему мнению, ему, наверное, еще 20 нету. Про своего пророка не знают, они столько знают про Пармата, короче. Да, Больше, чем это правда, пророку вот, внимание это дают, правда. да. Да. И самое интересное, что они не могут принимать какую-то критику спокойно. Это для них как будто бы какой-то, вот как говорят, лучшая защита – это нападение. То же самое делают они. Когда ты им приводишь какие-то факты и доводы, они начинают у чата GPT спрашивать, еще как-то, и пытаются сказать, нет, это не так, это неправда. Самое интересное, как я говорю, они всегда говорят, вы послушайте каких-то ученых, как я говорю, получается, Всевышний тебя создал, дал тебе мозг, дал тебе глаза, руки, вот, ну, как говорится, язык твой дал тебе, чтобы ты умел читать, это дал тебе книгу священную, которую ты можешь сам прочесть, но, получается, как бы ты не можешь сам книгу священную прочесть без какого-то ученого. Вот недавно у меня тоже был такой разговор с одним, который мне сказал, я ему суру, как бы, ну, читаю, он мне говорит, ты ее не так понимаешь, ты должна ученых спросить. Я говорю, получается, Всевышний мне дал мозги, книгу, ну, не для того, чтобы я сама понимала эту суру, а для того, чтобы ученого какого-то спросить. Аслан, если ты мужчина, кто в комментариях, поднимись сюда наверх, если ты мужчина. Да не мужчина, какой он мужчина? Поднимись, если ты мужчина. Он там так вот будет сидеть, да. Сидит, пишет какую-то вообще непонятную. И вообще, для меня мужчины, которые вот такие вот вещи пишут женщинам, Наташке, вот это, знаете, самый низший уровень мужчины. Ты не мужчина для меня, вообще не мужчина. Просто, Настя, они любят так Наташек, это вообще, это просто что-то. Очень любят. Ага. Я же не кричу везде Фатимка, Аишка или еще кто-то. А что, если Наташка, то значит, как говорится, какая-то опущенная, а Фатима, Аиша не могут быть опущенными, извини меня. Могу встретиться, ты мужик, который готов встретиться с женщиной. Давай, я тебе номер свой Давай скину, со мной, я своему давай- мужу передам. давай Я со мной мужу передам, встретиться. встретишься с моим мужем. Проблем нет. Если ты мужчина, скинь мне номер в личку, я отдам его своему супругу, и мой супруг с тобой свяжется. Да какой он скинет? Он что, за 4 года мне ни один из них номер не скидывал. Ни один человек даже свое имя не называл, как его зовут. Тут левые имена пишут.
у них слово дух, у них понимания нету такого слова, они не знают, что понимания нету, у них духа нету, они самые пошлые, что может быть. Согласна. Маму свою отправил, Аслан, я сестру свою отправил, я покажу, мужчина я или нет. Нет, я говорю, если ты мужчина, скинь мне в личку свой номер, я своему супругу передам, он с тобой свяжется, проблем никаких нету. Так, когда он не скинет, духа не хватит у него номер. Приходят только скинуть. вот, они вот такие вот воины, которые в комментариях только могут сидеть женщин, оскорблять, потому что, когда им правду говоришь, они не принимают эту правду, как говорится, понимаете? Вот им в глаза, как раньше говорилось, божьей росы налили, и вот они ничего больше не видят перед собой. Алейкум салам, Ахмед. На словах Лев Да, Толстой, а на деле... Куртизанкам личку я могу слушать. Аслан, ты вот, я тебя сейчас блокирую, короче, если у тебя в роду мужчина был кто-то, поднимись хотя бы, хоть 1% тебе, если коснулось. И лицо покажи свое. Да какое лицо хотя бы подняться духа хватило бы ему. Лицо, ты что, говоришь? Он подняться боится, какое там лицо показать. Да. Да, ну я думаю, со временем они все потом переобуются. Время нужно, видимо. О, маршал, аристократ. Машвал, Приветствую тебя. Хамди Моги, как твои ноги? Ноги нормально. Приветствую. Я что говорю, вот они сейчас болтают здесь, они рано или поздно им придется взять эту книгу и прочитать. У них вариантов не остается. Не, вот в чем проблема? Она настолько вот, да, аристократ, согласись, маленькая, она не объемная, она очень доступная, легкая. 114, по-моему, сур в ней или сколько. Бля, в чем проблема? Я в 14 лет как-то умудрился посчитать это все. Дело Живя в в страхе. Чечне Дело еще, в том, будучи. что ожидаемое, да, вот то, что они ожидают, да, не совпадет с их моральными принципами. И эти ожидания, они боятся, у них страх. Поэтому они ее не читают, они ее боятся. Они боятся подойти к этой книге, прочитать ее, потому что то, что им здесь на эфире говорят, может совпасть. Если это совпадет, тогда у них перевернется мир и снимут розовые очки. Я спущусь, послушаю вас внизу. Адикюл, всем хорошего эфира. Я буду Обязательно. внизу вас слушать. Спасибо большое. Давай. Спасибо. Доктор Ахмед, кайф Так что, халик, Дензел, хабиби. они могут читать. Все могут, все это. Алейкум салам. Да, согласен, аристократы. Рухнет их маня мирок, да, аристократ? Да, время нужно. Это так быстро не вылечить. Если человек заболел, ему нужно лекарство, ему нужен прием, за ним нужен уход, и это нужно очень много времени. Иммунитет начинает бороться. Знаешь, это... И мозги надо новые. Ну, естественно, без этого никак. Плюс человек должен еще, помимо этого, еще и поменяться изнутри. То есть этого мало, чтобы он просто понял и все на этом. Он должен поменять уже все внутреннее свое. Все нутро, посмотреть на себя и стороны. Это процесс, пацаны, очень, очень печальный. Это не так быстро. Так же, как и ваххабийский ислам шел не так быстро. 30 лет понадобилось, чтобы он вот так дошел. И сколько лет понадобится, чтобы он ушел? Это вопрос, конечно, долгий. Потому что мы родились, как бы, это этнические мусульмане. Ну, так у нас в голове эта программа уже заложена. Наши родители мусульмане, туда-сюда. И нам всегда говорили, что все хорошо, все чики-чики. В общем. Да, согласен. Это вот, ты знаешь, как вот со временем, то есть тебе как-то прививают такие социальные инстинкты, да, там всякие поведенческие формы, там религиозные и так далее. С юных лет это все оседает в подкорке, и потом это очень тяжело из своего сознания элиминировать. То есть это
Очень-очень такая Да, тяжелая работа конечно. над собой. Конечно, это не так просто. И правильно, правильно вот ислам это женщин приводит, что вот обрезанные, что вот эти вещи. Потому что женщины это, как тебе сказать, они рожают, они создают семью, вернее, совместно семья создается, но много от них чего зависит. Вот. Это очень такое, знаешь, укоренистое. Она уже влилась в нашу, и, как тебе сказать, наши традиционные какие-то моменты. И здесь уже нужно отличать вот это хорошее, плохое, злое, ну, все такое. В принципе, ты знаешь, Дензел, мы с тобой часто общаемся на эту тему. Да, согласен. Просто нужно время, нужно дать им это время. Просто нужно терпение проявить. Это как, я говорю, как с больным, ну ты же врач, ты же знаешь это, когда у человека температура, что ему необходимо, иммунитет повысить и все такое. Ну а здесь видишь, почему сложнее, потому что это не такая болезнь, это психологического характера болезнь. Ну да. А там в Китае даже лечат их, у них даже есть методы, целые лагеря они создали. Вот, так что не так все просто, как нам кажется. Не так все это выводится. Тем более, если помимо тебя, твои родители такие же, там, братья, сестры, и отказаться ты от них не можешь, и так приходится это все дело скрывать. И жить вот так, знаешь, это очень противно так жить на самом деле, когда ты не можешь говорить такие вещи открыто, выражать свои мысли, свое мнение, понимая, что если ты его сейчас скажешь, да, то ты останешься один. Или И тебя никого вообще ты... забьют, да? Они не забьют, просто ты останешься один. Ты будешь, как тебе сказать, Изгоем. не то, что я не боюсь быть изгоем, я боюсь, что моя цель какая? Моя цель, чтобы помочь им, правильно? Я же не футарина делаю, я же не специально это делаю, я хочу добра, да. Поэтому здесь очень осторожно надо с этим делом. Очень-очень. Ну, ты знаешь, Дензел, у тебя Да. ситуация какая, у меня, у каждого у нас определенная ситуация. Каждый из нас кому-то что-то говорил, имеется в виду из близких там. Как они реагируют по-разному, мы это видим. Мы анализируем, мы понимаем, что это общественное мнение влияет на индивидуального человека, каждого. Исходя из этого, нам нужны какие-то меры. Нам нужно насчет этого тоже обсудить. Вот. Но самый хороший удар это удар вот именно в женскую сторону, потому что у них реально, про них даже в раю на них места не нашлось. Даже там на них места нету. Единственное место это только быть сутенершей в этом раю. Это ужас. Севианов, говорите, кто говорит. А, да, еще чуть не забыл. Еще есть психомантия. То есть общество, она сегодня такое, она манипулирует. По своей природе она манипулятивная. То есть они будут постоянно манипулировать, постоянно это все смешивать в это дело. Ну, короче, это все видно даже здесь на эфире, когда они заходят и что они говорят. Вот эти манипуляции, вот это все не наше. У нас никогда мы не использовали вот такие грязные методы. И пусть услышат те, кто делает так, чтобы они не делали такого. Потому что они привыкли, для них
Лучше сладкая ложь, чем горькая правда, понимаешь? Поэтому они так и бесятся, если им что-то говоришь. Они не хотят в это верить и боятся, что это правда. Эрдан, Эрданчик ушел уже, что ли? Тут запросы были. Админов нет, модеров нет тут. Где все? Дай мне, если хочешь, модерку, я хороший мальчик. Да не, есть тут достаточно. Не знаю, почему не подняли. Так, я Эрдану запрос отправлю. Я там тебе вопросы давала. А какой? Я к чему? Нам надо что-то существенное, что-то такое, что могло бы сподвигнуть их на это действие. Взять наконец-то эту книгу, да и изучить ее. Дензел правильно говорит, там ничего такого сложного, там действительно все очень просто. Тем более с учетом интернета никакую книгу покупать не надо. Взял просто даже вот в телефон, скачал в PDF формате себе эту книжку, да и все. Не говори это слово, у них другие ассоциации по формату. У меня вопрос очень важный. Вот смотрите, допустим, Бог Иисус ходил по воде, то есть это вот отличало его от обычных людей. Окей. То, что он был возвышен, он мог делать то, что не могли делать другие люди. А Мухаммед, когда срал на крыше, на кирпичах, его фишка была в чем, что он равновесие может держать. Для чего вообще вот это все описывается? Я вот это понять не могу. Рассказывал ты сегодня уже, Макс, Да, рассказывал. я на другом был. Просто скажите мне, вот для чего вот такое подробное описание идет? Вот это мне непонятно. Я сегодня у Тупармута тоже был. Вот зачем вот эти нюансы, эти мелочи прописывать? Я не видел, чтобы про Иисуса где-то чтобы говорилось, что вот он там где-то в туалет ходит, не знаю, там руки куда-то сует. Для чего это все? Это как выглядит как сказка просто. Это что сейчас я рассказал, это в Коране или в Сунне? О, Ахмад пришел, сейчас он правильно все расскажет. Да, Он в Ахмад. Сунне? Это в Сунне написано все, да? Или в Коране? Ислам. Плохо слышно. Мне плохо слышно? Плохо слышно. Да, спрашивай, Ахмад. Я говорю, вот это ты что ты сейчас сказал, в туалет ходит, и руки куда сунет, и не знаю что. И Умар Бедик, и это проститутка, это все написано в Коране. Нет, для чего это все описывается? Вот это я не могу понять. Вот эти нюансы, Но я мелочи. сказал, что это написано в Коране или в Сунне. Не понял, честно, Ахмад, не понял. Это ты прочитал сейчас, вот это что ты сказал. Ты прочитал это хадис или в Коран? Я это не читал, я здесь на эфире это слышал. Вот, смотри. Я сейчас тебе что скажу. Давай. Есть, это как Умар Мухаммед после 200 лет собрались какой-то бедрази, короче. И начали писать такую хуйню. Смотри. Есть такой, который, вот, Это один из слово них, я который понял, писал, Ахмад, это он был алкоголик. Один был алкоголик. Он писал где-то 1000 хадис. И он говорит, что он верный. Но, смотри, в Сунне, те, которые писали Коран, говорят, что они неверны, они обманывают. Хафс для Сунне, что он не хороший человек, и он обманывает. Варш он обманывает для Сунне. Собрались не только это хадис. Смотри, вот это камни, что ударит. Если, смотри, сейчас скажу тебе, это какой прикол. Сейчас ты суннит, да? Ну, я суннит. Я сделал развод с моей женой, да? Не дай Бог, конечно. Если я хочу
ее вернуть, ты знаешь, что мне должен делать? Басунна. Знаешь, что ты должен делать или нет? Нет, не знаю. Ты должен отдать ее другой мужик, чтобы ее ебал, и потом он развелся с ней, потом она должна вернуться к тебе. Но если ты если ты развелся с твоей женой, ты должен отдать ее другой муж, чтобы он на нее женился. После этого сделаешь развод с ними, чтобы она должна быть потом, после чтобы она пошла трахалась с другим, чтобы она пришла и стала твоя жена. Понимаешь? То они придумывают какую-то херню. Придумывают Смотри, это суннити книги, это порнограф. Мухаммед ходил в туалет. Это что будет для людей, что будет хорошего? Что, как он ходил в туалет, что Я их спрашиваю, я не могу как понять. спала с его жена, как спала, не знаю. Это не должно быть. Есть такой хадис еще. Мухаммед был маленький, голодный. Не знаешь, кто его дал молоко? Кто? Смотри, это смешно даже. Его Абу Талиб, его это дядя, дал его сиськи, он сосал сиськи дядя, и он молоко, типа так. Как это может быть? Он мужик, это даже молоко. Может, другой сиську он ему дал. Смотри. Да нет, там просто смотри, Ахмад, я тебе скажу, просто у этого дядьки, видимо, лактация была, вот пролактин был очень высокий, и, блядь, у него подтекало молочко. Да, вот с вами сейчас ругать не буду, потому что вот здесь вы ничего плохого про Мухаммеда не говорите, потому что это их книга, что говорит. Их книга, потому что я тебе сказал, я тебе клянусь, Омар, который вот от него взят дин, взят от него хадис, я бы сказал вам, что он гей. Окей, Ахмад, а можно вопрос задать тебе, Ахмад? Да. А вот смотри, Иисус там, к примеру, зрение возвращал, лечил людей, то есть вот это проявлялось. А Мухаммед делал что-то такое, что не могли делать обычные люди? Да. Он делал Коран. Ну вот какие-то вот чудесные вещи он делал? Чудесные люди, чудесные вещи, что сделал Мухаммед, это Коран. Для меня это чудесно. Полет его Ахмад забыл. Смотри, брат, вот ты сейчас, вот есть, смотри. Нух, алейхиссалам, большая рыба его глотала где-то сколько лет, не знаю. Пример. А Муса, вот он разговаривал с Аллахом. Иса, он дух Аллах. Он живой, и мы верим, мы шиит, живом, что Иисус Христос живой, до сих пор. Понимаешь? А для меня, я когда прочитал Коран, я думаю, что чудесная вещь, что это Коран для Мухаммеда. То есть таких вещей, там, что он кого-то излечил, там, не знаю, вернул кому-то зрение. Может, он исключил, я не прочитал. Почему тогда они об этом не пишут? Наверное, есть, только я не читал. Не, ну ты, насколько ты начитанный, как бы, если ты не нашел этого, то другие точно не найдут. Ахмад, слушай, это а у вас в шиизме... Не верую, я буду искать. Ахмад, а у вас в шиизме вообще это брак, как консумирован был с пророком? Айша с пророком? Не знаю, сможешь... Не знаешь? Не то, что не понимаю тебе, что ты говоришь. Что ты повтори только... В каком возрасте Мухаммед женился на Айше? По шиитской версии. Она женилась на нее 18 лет. Она была в разводе, на нее женился. На Джубер. Ее муж Берви зовут Джубер. Ага. Какой хадис по-шиитски, скажи мне? Что она была 18 лет. Да, какой это хадис? Номер скажи мне. Хадис шиитский? Да, шиитский. Это даже суннитский? Сейчас, даже суннитский могу тебе сказать. Секунду. Нету такого в суннитском. Есть? Сейчас я покажу. Нет, там есть хадис, смотри, ты мне сейчас лапшу уже вешаешь. Там есть, короче, сахих, это достоверный. Хасан есть, и есть недостоверный, вымышленный. Да.
Так что мне, если не получится, мне эти вещи, ты мне не накидывай. друг, Давай друг. так, ты мне, вот ты шиит, давай с твоей Смотри, ты колокольни. спрашивал, Во ты не сколько умничай. лет? Во Просто, сколько пожалуйста, лет? не умничай. Во Подожди, сколько лет? Во подожди. Ты сколько меня лет? спрашивал. Я сейчас тебе дам номер и дам, это там сира, а не хадис, а сира. Не умничай, Давай. говоришь, ты меня выкидываешь. Они не надо им выкидывать. Они так, они базор. Что меня не Давай, выкидывать? давай номер говори. Ахмад, а ты откуда? Ирак. А, Ирак? Да. Понял. Блин, ребят, у кого есть Mac, никто не знает, вот в заметках, именно в заметках экран тускнеет. Как это убрать? Никто не в курсе. У тебя сверху там, у тебя iPhone, да? Да нет, Mac, вот ноутбук вот этот дебильный. Я просто с винды перешел на вот это блядь, Смотри, яблоко. И книга. жалею об Книга. этом. смотри, книга зовут Аль-Маариф Ибн Кутайба. Это, книга Ибн Кутайба. Номер Ибн Кутайба. страницу 59. Ага. Подожди, Ибн Кутама? Кутайба. Ну, это Кутама. Дальше. Какая страница? 59. Вот, смотри, ты сможешь завтра, когда вот ислам откроет камера, я могу тебе показать, да, и могу еще ты проводил на чат GTB. Не надо, Понимаешь? я не буду переводить GPD. А там нету перевода на русском? Нет, это на арабском. Ну, у меня есть переводчик специальный. Смотри. Так, 50, какая ты сказал? Подожди, я сейчас Подожди, какая? Нет, не все на месте. Ибн Хишама, да? Какая страница ты сказал? Кутайба 59. 59, сейчас. Аль-Маариф. Книга зовут Аль-Маариф. Бро, а ты в Ираке живешь сейчас, да? Во. Слушай, а как там сейчас? Тихо, мирно, спокойно там сейчас? Или У там нас типа... Тихо, Не, мирно не, и по телефону. Все Зачем хорошо. ты русский язык учил? Я не учил, просто отец мой был самолетный, военный самолет, когда Багдад где-то 91, 92, 3. Я 3 года в школе был, когда был отец был самолет, военный самолет, да, и в России. Там. А, в России ты жил, да, какое-то время? Да, 3 года А жил. до какого времени ты жил? 3 года? 3 года, да, где-то. За 3 года, да, ты язык освоил? Там, получается, Ну, сейчас, мой язык еще давно, как и было раньше, на русском хорошо разговаривал. Но сейчас, потому что я очень долго не разговаривал. Еще понятно, чуть-чуть. плюс среда у тебя арабоговорящая, поэтому тебе Да. бываешь, Да. нормально. Да. Не, ну все равно, видишь, молодец уже, все равно помнишь, то есть как бы говоришь. Конечно, потому что я с маленький, и когда у нас такая поговорка, когда ты с маленький что-то научил, как на камень написано, что такая поговорка, تعلم من الصغر كالنقش على الحجر, если кто-то на арабском понимает эти. Ахмад, Абу Надыр называют? Кутайба, Ибн Кутайба. Абу Тандыр. Бану Надыр. Бану Надыр книга называется, нет? Нет, Аль-Маариф. Эль-Марф. Да. Ну, завтра откроем камеру, и ты будешь сделать переводы для тебя. Аслам тебе поможет в этом. Ахмад, а ты к какой религии относишься? Секунду, брат, я сейчас по телефону разговариваю, секунду. Да ладно, без проблем, все понимаю, время, деньги, бро.
Ничего личного, чисто бизнес. Да кто Короче, я пока что-то искал, ни хрена не нашел. Одни ссылки есть там, ни больше, ни меньше. Вообще 59 страницы. Что-то тяжело найти. Так, ну я заметку оставлю. Потом еще проверю.